пенсионеры кормят поселок, пенсионеры. Мында шында якын бір пучық рабочее место болса болыр, амын магазинда продавец чалша. И почтальон даже yoqtur. Сосновкадан мында келіп почтальон, письма, газеты. Сейчас письма мало очень, газеты тоже сейчас почти нету. Вот так улицы, дома все были, все татары были. Потом немцы этих цыганов тоже уничтожали, да, они татарами сказали, так их тоже сюда привезли. Потом куда-то делись, я не знаю. Уехали, видимо. Здесь жили у моей матери 4 сестры, брат и моя бабушка. Первое время жили очень тяжело, поэтому из шерсти что-то с собой привезли, а нет, потом покупали здесь у местных людей шерсть. Они садились в круг, сразу 3-4 человека, при свете лучины, электричества тогда не было. Значит, при свете лучины они за ночь вязали большую шерстяную шаль, чтобы на следующий день обменять ее у местных людей на ведро картошки. Кушать-то хотелось всем. И долгими зимними вечерами они тут, значит, когда вязали, все время вспоминали Крым, пели песни, ну и плакали. Везли на машинах, чуть помните. Ну, там не одну семью. А ничего не брали с собой? Даже свидетельство рождения-то бабушка нет самая. Ничего не брали, только что самое. Да мы не с мамой, мы вообще с бабушкой попали, с дедушкой. Мама где-то дома не было, она куда-то по работе, что ли, куда-то поехала. Потом она уже к нам сюда через год вроде, 1,5 года. Нашла нас, куда нас выслали. Хочу на родину, в Крым съездить. Это 12-й километр автодороги Коса-Юксеева. Раньше здесь стояли бараки, здесь люди работали. Так его и назвали 12-й километр.